Это когда твое призвание – спасать людей. В Хангаласском районе трудится династия медиков, чей общий стаж работы в этом непростом деле насчитывает уже 126 лет. О призвании семьи Неряевых тему продолжит моя коллега Виолетта Засимова. Большую часть своего трудового стажа Валентин Дмитриевич посвятил работе фельдшером на скорой помощи. Сам признается, ему нравился ритм неотложки. Вплоть до прошлого года он выезжал на экстренные вызовы. Но года берут свое, и Валентин Дмитриевич попросил о переводе в более спокойное место. Так он оказался в медпункте микрорайона Звероферма под Покровском, где уже почти год ведет прием местного населения. 38 лет носит белый халат Галина Семеновна, жена Валентина Дмитриевича. Приехав вслед за ним в 1980 году в Покровск, она в первое время работала по своей специальности акушеркой. Но вскоре переквалифицировалась в медицинскую сестру. Сейчас, как и муж, перешла на менее тревожную должность главного фармацевта Хангаласской центральной районной больницы. У супругов Неряевых 3 детей. Старшая дочь Сардана, сын Дмитрий и младшая дочь Нюргуяна. Из них 2, Сардана и Дмитрий, пошли по стопам родителей. У нас дети учились даже в школе отлично. Они оба кончили. Сын золотой медалью кончил, дочка серебряной медалью. И могли бы выбрать себе профессии другие. Любую профессию могли бы. Потому что Дмитрий у нас физмат-класс кончил. Но Сардана целенаправленно хотела стать врачом. Она кончила химико-биологический класс. Еще в детстве маленькая Сардана на вопрос, кем ты хочешь стать, бойко отвечала врачом. Походы к маме на работу для нее были праздником. Вокруг светло, чисто, все блестит. Люди в белоснежных халатах, а запах больницы. Впрочем, не все от него в восторге, но для Сарданы это был запах любимых мамы и папы, только что вернувшихся с дежурства. Сейчас уже Сардана Валентиновна возглавляет отделение патологии беременных в Центре охраны материнства и детства в городе Покровске. И теперь уже ее дочка на вопрос, кем ты хочешь стать, отвечает врачом. Дочка у меня тоже мечтает стать врачом. Наверное, 7 лет, 1 класс. А почему она хочет стать врачом? Потому что видит меня, говорит, я буду как мама. Вы тоже ее на работу? Она тоже ко мне на работу приходит, ей нравится. Как и говорилось ранее, Дмитрий, единственный сын Валентина и Галины Неряевых, мог бы сделать блестящую карьеру инженера или физика, или математика, ведь школу он окончил золотой медалью именно по этому профилю. Но все же в последний момент решил связать свою судьбу с медициной. За плечами Дмитрия 14 лет работы в хирургии, из них 6 лет заведующим хирургическим отделением Хангаласской районной больницы. Врач хороший. Что можно сказать? Молодцы, такие внимательные. Операция у меня такая была сложная. Сегодня домой уже выписываюсь. Так что молодцы ребята. Что можно сказать? Хороший врач, хорошее лечение. Но, пожалуй, самым главным плюсом в выборе профессии для Дмитрия является то, что он встретил здесь, в хирургии, свою спутницу жизни Анастасию, которая работает врачом-анестезиологом, реаниматологом. 5 медработников этой династии вложили в свой вклад в здравоохранение Хангаласского улуса. Особенно старшее поколение Неряевых – Галина Семеновна и Валентин Дмитриевич, которые на двоих отдали району без малого 78 лет. Они стали примером для подражания, смогли воздействовать на последующие поколения. Передали детям, а те продолжают передавать своим любовь к человеку, своему делу, порядочность, ответственность, профессионализм и все те бесценные качества, которыми обладает человек в белом халате. Не говоря уже о том, сколько людей они всей династии спасли за все эти 126 лет, а сколько еще спасут. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.